Хәерле кич. Менә бүген без җыелдык Нижгар татарлары белән, Нижгар яшьләр татарлары белән. Без 25 ел аларны бергәләп җыелабыз инде һәр елны. Но быел без ниндидер үзәге булсын, ниндидер оешма корып, шундый безнең инде максат. Монда килделәр 35 яшькә тиңне, значит, яшьләр. Менә без бүген җыелдык, бер 100 кеше. Менә алар хәзер сөйләшәләр. Без таныштыру шундый ясадык. Кем кайдан авылдан. И менә алар өстәл арасында кычкырышып утыралар. Кой берсе туган икән, кой берсе бер авылдан икән. Менә шундый безнең һәр елны шундый нәрсәләр килеп чыга инде. Нижгар татарлары Мәскәүдә алар үзәк. Алар иң күп татарлар монда. Ну, алар жақын. И уже борынгы заманадан Мәскәүдә алар торалар инде. Күп килделәр алар теге НЭП 23-25 елларны НЭП булганда инде. Оннан соң монда килде Митрострой, төзелештә күп эшләделәр алар. Алар Мәскәүгә хезмәт бик күп керттеләр Нижгар татарлары. Метро төзеп, җыртлар төзеп менә. Шулай итеп, алар дип инде без бер халык, без туган, безнең тарих бер. Ну, алар Нижгар татарлары бик җырлар жараталар. Бик алар күңел ачып утырып, шундый ихлас җырларга яраталар. Шуңар менә монда утыралар. Безнең бер бик якын дуслар бар, менә Ахмет Саттар безнең бик якын дус. Аның шул җырын бүген җырлайбыз инде, Ялгыз агач. Безнең Минашев безнең дус инде. Менә Мәскәүдә ул Нижгар татарларга җаваплык күп. Большая ответственность лежит на нижегородских татарах молодежи. Мы сегодня об этом им сказали, потому что послевоенное движение, послевоенного татарское движение в Москве организовали нижегородские татары. Это первые сабантуи, это первые автономии потом. Поэтому вот эта вот территориальность, что они близко. Вот. Они, значит, в царские времена держали лошадей, много было кучерами здесь работали, трудом своим, значит, трудом таким, на стройке работали, в метрострое работали, поэтому нижегородские татары огромную роль сыграли в Москве. Конечно, они здесь самое большое их количество, они активные на любом концерте. Вот даже у нас, значит, в штабе татар за 25 лет одни из самых активистов, это, конечно, нижегородские. Вот это Равиль организовал группу, это Ильяс, блогер, это Радик, диджей, ну, могу много перечислять. У них завышенный коэффициент коммуникабельности, завышенный коэффициент активности. Мы не то что сравниваем, но вот есть такие особенности таких вот нижегородских татар. Это музыкальность, активность, коммуникабельность, инициативность. Поэтому я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить родителей, которые воспитали таких замечательных активистов, которые приносят большую пользу для нашего штаба. Если взять духовенство Москвы, вот эти братья Аляутдиновы, очень много хазрятов, потому что нижегородцы как-то исторически была сильна религия. И сохранили они мечети. Вот эти хазряты все-таки сохранили татарский язык. И чем отличаются нижегородцы еще? Вот они никогда, в отличие от татарстанцев, никогда не продают свой дом родной, в котором родились, в своей деревне. Если даже они там не живут, если они приезжают туда только на лето, и если даже тяжело какие-то финансовые перебои, вот это фундамент, основу, свой родной дом, они все содержат, и поэтому нижегородские деревни большие, дома все содержат, за ними ухаживают. Вот это тоже, видимо, какой-то менталитет. Это из поколения передается в поколение.
Мы, значит, все-таки считаемся мусульманской организацией, ведем мусульманскую политику, проводим в год несколько мероприятий, первый намаз, мы проводим больше 10 ифтаров, и также вот в наших этих религиозных мероприятиях самые активные религиозные это тоже нижегородские татары. Поэтому сохранить бы все это. Какая у нас у всех общая проблема? Это проблема ассимиляции. И поэтому вот как нам бороться? Вот сегодня мы это с молодежью обсуждаем. Как нам все вместе миром бороться с ассимиляцией? Вот. Как нам сохранить татарский язык в Москве, татарскую культуру и передать ее будущим поколениям? Вот поэтому сегодня такая у нас разъяснительная беседа. Мы договорились на следующей встрече пригласить историка, чтобы он рассказал нам подробно всю историю жизни, становления нижегородских татар. Договорились в следующий раз это все вместе обсудить. Вот. Также мы, значит, хотим при нижегородских татарах создать такой коммерческий клуб, какой-то такой вот, значит, для проведения мероприятий. И вот эта группа, мы, значит, очень благодарны, что наши посты разместили в других группах. И при штабе татар на той неделе мы провели пензенское землячество, мы это тоже каждый год проводим. На следующей неделе мы хотим провести мордовское землячество, а также ульяновско-самарское землячество. Вот. И у нас есть наша группа, она татаро-башкирская, поэтому у нас процентов вот 50 это или башкиры, или же татары, проживающие в Башкиры. Мы никого не делим, мы все вместе, проблемы у нас одни, прошлое у нас одно, и задачи на будущее тоже общие. Давайте вместе их решать.